Это новости IT. Здравствуйте. На этой неделе в Стэнфорде научились передавать мысли на компьютер беспроводным способом. Ранее такой возможности не было, все манипуляции приходилось проводить с помощью десятков кабелей. Дело в том, что создавая подобные устройства, основанные на внедренных в мозг имплантах, ученые обнаружили, что поток сигналов мозговой активности слишком велик и заставляет сенсорные импланты нагреваться до температур, несущих угрозу живому организму. И команда инженеров из Стэнфорда разработала устройство, потребляющее лишь 1/10 часть мощности, необходимой для современных проводных систем. Такого результата удалось достичь за счет фильтрации сигналов. Отбираются лишь те, которые необходимы для управления конкретным протезом. Например, роботизированной рукой или компьютерным курсором. В эксперименте участвовали 3 примата и 1 человек. Полученные в ходе многочисленных экспериментов данные подтвердили гипотезу о том, что беспроводной интерфейс, основанный на строго определенных сигналах мозга, может быть создан и при этом будет точно управлять движением. В Японии запустят коммерческий сервис летающего такси SkyDrive. Корпорация Panasonic в партнерстве с другими японскими и международными компаниями поддержали стартап, возглавляемый бывшим инженером корпорации Toyota Motors Corporation. Он рассчитывает в 2023 году запустить в стране восходящего солнца коммерческий сервис летающего такси, а в 2028 году начать продажи летающих транспортных средств частным покупателям. Прототип уже отличается своей компактностью. Высота составляет 1,5, длина 4, а ширина 3,5 метров. Пилотных городов для пилотируемых средств будет 2 – Осака и Токио. Среднее время полета может составить 5-10 минут со скоростью до 100 км в час. Этим летом разработчик намерен провести открытую демонстрацию для публики. Сейчас стартап находится на стадии доработки прототипа. Министерство транспорта и туризма Японии в свою очередь посчитало, что сегмент подобного электрического транспорта обладает огромным потенциалом. И к 2040 году мировой спрос на него может достичь $1,5 триллиона. Также жители и гости японского города Такарадзава теперь могут полюбоваться красивейшими канализационными люками. Их оснастили LED-подсветкой и украсили персонажами популярных аниме-сериалов. Вообще японцев сложно удивить яркими, красиво украшенными крышками. Это давно стало традицией в стране, но эти выбиваются из общего ряда. Несложно заметить, что дело в LED-подсветке. Ее так еще не использовали. Приятным бонусом идут известные любому японцу герои популярных аниме-сериалов, вроде «Евангелиона», «Меланхолии Харухи Судзумии» и «Мобильного воина Гандама». Эти люки стали своеобразной рекламой для развлекательного центра, который откроется в ноябре. Они тянутся к нему от местного вокзала. Но городские власти надеются, что дополнительное освещение поможет свести к минимуму преступность в районе в ночное время. Недостоверные посты о здоровье в Facebook стали популярнее сайтов медучреждений. По данным аналитиков, их читают в 4 раза больше. Дезинформация достигла пика во время пандемии, а данные Всемирной организации здравоохранения и других медучреждений отошли на второй план. Недавно в Facebook принялись устранять посты о неминуемости второй волны вируса. С апреля по июнь социальная сеть применила предупреждающие стикеры к 98 миллионам публикаций, 7 миллионов постов просто удалила, а 2 миллиарда человек были перенаправлены на сайты органов здравоохранения. Основная проблема, по мнению экспертов, кроется в алгоритмах площадки. Люди ставят лайки, делятся ссылками, что и выводит в итоге фейки в топ. Не дремлют и российские мошенники. Лаборатория Касперского зафиксировала рост поддельных сайтов в сегменте онлайн-продаж. Рост также составил в 4 раза. К примеру, в апреле удалось выявить 58 страниц, сделанных под Авито, а в июле их было уже 201. Курьерская компания СДЭК в минувшем месяце была подделана 215 раз. Мошенники создают так называемые фишинговые сайты, которые заманивают покупателей низкими ценами. Так они завладевают данными банковских карт, либо получают деньги пользователей. Чтобы не попасться на уловку проходимцев, необходимо убедиться, что название сайта написано правильно, без приписок, лишних цифр и букв. А в идеале завести отдельную карту для онлайн-платежей и перевести на нее деньги только во время оплаты. Компания Apple и Google удалили популярную видеоигру Fortnite из своих магазинов приложений. Они обвинили разработчиков в нарушении правил оплаты. В Epic Games смириться с этим не стали и подали ответный судебный иск на техногигантов. Геймеры, желающие поиграть в мобильную версию Fortnite, больше не смогут скачать ее в крупных магазинах приложений.
Все из-за того, что производитель игры поссорился как с Apple, так и с Google. Противостояние началось буквально через несколько часов после того, как компания Epic Games запустила функцию прямых платежей. Она позволяет игрокам покупать виртуальную валюту за реальные деньги непосредственно у разработчика и, что самое главное, в обход собственных платежных систем Apple и Google. В результате IT-гиганты остались без комиссии, которая у обоих составляет 30%. Как заявили эти компании, действия Epic Games нарушают их руководящие принципы и удалили приложение из своих магазинов. Теперь разработчик подал в суд ответный иск, в котором ставит под сомнение существующие правила. Он обвинил Apple и Google в стремлении контролировать рынки, блокировать конкуренцию и подавлять инновации. Параллельно Epic Games запустила в сети кампанию в свою поддержку. Apple в ответ заявил, что рекомендации по оплате внутри приложений создают равные условия для всех разработчиков и делают магазин безопасным для пользователей. Как показывает статистика, из всех приложений именно игры приносят App Store самый большой доход. За прошлый год он превысил $46 миллиардов. При этом Apple и Google регулярно становятся фигурантами судебных процессов, во время которых эти компании обвиняют в нарушении законов о конкуренции. Ну а на этом все. Повтор программы, как всегда, найдете на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте як24.ru. До встречи через неделю и всего доброго!